Утренний гость. Утренний гость. Что мы наделали, друзья? Мы проснулись сами и теперь будем всех вас. Ну и надеюсь, что вы вместе с нами подключились и просыпаетесь. Настала рубрика замечательного утреннего гостя. Я с удовольствием представляю Сухую Оксану Владимировну, президента общественной организации Федерации оздоровительного цигунь, тайцзи-цюань и ушу по Чувашской республике. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Оксана, у меня сразу вопрос. Вот вы пришли необычно, не просто, а вот как-то по-особенному. Что это такое? Мне кажется, у наших телезрителей сразу такой вопрос возникает. А я хочу представить вам волшебную тибетскую чашу, поющую чашу. Даже могу вам немножечко прозвонить, если Очень хотите. хотелось бы услышать. Это волшебный звук, который успокаивает, восстанавливает энергетику. Вот. Все с востока к нам идет. Вот. Поэтому я и представляю Восток. Отлично. А с чего началось? Вот как вы вообще пришли к тому, чтобы заняться этими замечательными видами? И поподробнее, наверное, потому что вот цигунь, тайцзи-цюань и ушу. Я вижу три названия, которые мне, в принципе, ушу я еще кое-что там слышал. Да, но, например, цигун и тайцзи-цюань для меня это вот новинка. Ну, началось все с того, что я услышала сначала звук от чаши. Мне стало интересно, что это за звук, который вел меня в космическое пространство. Вот. И я начала изучать Тибет, Китай, познакомилась поближе с чашей, обучилась массажу тибетской поющей чашей. Затем мне стала интересна философия Китая. Я как-то попала в поток традиционной китайской медицины, обучилась две ступени прошла. Познакомилась с интересными, сильнейшими мастерами по цигун, которые предоставляют традиционную китайскую медицину, а практика в традиционной китайской медицине – это цигун и тайцзи-цюань. Вот. И я попробовала это на себе и поняла, что это настолько сильная практика, не сравнена ни с чем. Вот это для меня лично, может быть, кому-то покажется сильнее какое-то другое направление, но я почувствовала за 2 недели такой прилив энергии, такую силу, такую защиту вокруг себя. То есть вы прекрасно все знаете, что энергия есть везде, да, и вне нас, и внутри нас. Вот. Ее можно сделать сильнее, ее можно наполнить. И вообще зарадоваться жизни, да, с помощью этой энергетики, которая вас спасает везде и повсюду. Вот. А чашу... Нет, да, столько вопросов, давай, задавай. Как это работает? Вот вы говорили, что как в медицине, да? То есть какие-то болезни, да, определенные, или вот от всех болезней? Вот какой-то свод правил какой-то есть, да? Это про чашу. Да, про чашу. Чаша – это виброакустический массаж на молекулярном уровне, очень глубокий, такой проникающий внутрь тела. Он, опять же, по всем каналам очищает энергетику. Если говорить о чакрах, то убирает застои в чакрах. Да? Очень приятный массаж, расслабляющий, 2-часовой. От макушки до кончиков пальцев вы будете чувствовать эйфорию, вы будете улетать куда-то в космос, в другие пространства, в другие миры. Кто-то просто получит от этого удовольствие, восстановит работу организма. Работа организма идет, то есть коррекция работы организма идет с помощью вибраций. То есть массаж проникает внутрь тела, убирает застои, то есть вибрирует органы, сосуды восстанавливает, опять же костную систему восстанавливает, суставы. Даже 3 сеансов уже бывает достаточно, чтобы восстановиться. А вот хотел спросить, насколько часто можно использовать чашу космическую, чтобы не совсем не улететь куда-нибудь в космос или где-то не летать в облаках? Насколько часто? Ну, это по желанию. Я использую ее часто на себе, потому что действительно она помогает и дает отвлечься от каких-то бытовых проблем, да, восстановиться. Поэтому это не обязательно, там надо глубоко в это проникать. Можно сделать просто профилактику какую-то для себя, восстановить, нервную систему восстановить. У кого есть стрессы, многие приходят ко мне со стрессами, с различными и очень тяжелыми, и действительно за 10 сеансов восстанавливаются и начинают жить заново и еще более успешно. Вот. А я вот сейчас вспоминаю традиционный классический массаж, когда лежишь, когда туда и туда тянут, и ты думаешь, когда же он закончится. Но есть разные виды массажа, да, бывают все-таки. Да, что чувствует человек на таком вибрационном массаже? Он засыпает. Я опять повторяю, или уходит в транс.
Много историй, потом девочки мне, мужчины тоже ко мне приходили, рассказывали, что видели даже своих предков, которые приходили и им помогали в выздоровлении. Кому-то приходили какие-то святые. Ну, много-много всего. Кому-то приходил даже бог Шива. Так что это все волшебно. Это не просто так. Это чаши много тысяч лет. И императоры сами пользовались этими чашами. И до сих пор в раскопках их находят. То есть, видите, у них есть орнаменты, это все молитвы, это те молитвы, когда прозваниваете, они начинают работать внутри тела. То есть молитва автоматически входит в вашу. То есть это не больно, это никуда меня не тянут, Нет. руки, ноги не... Нет, То есть нет. Релаксирующий такой сеанс, можно сказать, да? Ну и восстановительный. оздоровительный. Да. Вот, и с этого и начался у меня цигун. А цигун, он тоже направлен, кстати, на восстановление, оздоровление. И очень даже, опять здесь хочу сказать, что настолько я на себе почувствовала, что даже немножечко забросила йогу, потому что, хотя практикую йогу 10 лет, но поняла, что цигун для меня это просто высшая ступень, куда я хочу идти дальше. Ну, про практики начали говорить, вот 10 лет в йоге. Я так понимаю, что и чашу не случайно услышали, видимо, где-то в Китае, да, либо где-то тоже ездили, когда практиковаться. А с какого уровня можно начинать заниматься подобными практиками? Нужно к цигуну нужно прийти, Или как-то подготовиться. или это можно вот взять, прийти и начать заниматься? Вот так и есть. Так и Прийти, есть. начать Все заниматься. легко и просто. Да, вот не обязательно страдать какими-то заболеваниями, лучше начать с профилактики. Профилактика – это лучший способ, чтобы быть всю жизнь здоровыми. Вспомните, по статистике даже, много видели программ, китайцы живут намного дольше, у них продолжительность жизни в среднем 80 лет. Ну, это о чем говорит. Кто был в Азии, тот прекрасно помнит, что они все выходят в парки, занимаются цигун, тайцзи, не обязательно в парках, я даже видела и около торговых центров, где угодно. Они вот выходят и занимаются. В 5-6 утра уже начинаются практики. То есть они понимают, что это для их здоровья. Если, конечно, уже есть проблемы, обязательно надо прийти на цигун. Неважно, какие у вас заболевания. И даже если кому-то тяжело ходить, есть специальные практики, которые, сидя на стуле, можно делать. Цигун, он в основном направлен на восстановление энергетики, то есть внешней и внутренней. Есть специальные меридианы, это каналы, по которым идет энергия, и каждый канал проходит через определенные органы, суставы, связки, сухожилия, то есть тут все работает абсолютно. Вот. И даже, я говорю, 2-3 занятия уже будет чувствоваться результат. Есть интересная поза, ну просто хочу пример привести, поза петуха, золотого петуха. У меня много занимаются женщины пожилого возраста, вот, и там есть, в этой позе нужно стоять с закрытыми глазами на одной ноге. Сначала это было нереально, а стоять нужно 10 минут. Вот. Сначала все пугались, мы да никогда не сможем. Сейчас стоят и 10, и 15, и, то есть с закрытыми глазами, и на фору всем молодым девочкам. Хочу порекомендовать всем, попробуйте сейчас, встаньте на одну ножку, закройте глаза, постойте чуть-чуть. Почувствуйте, у нас включаются все органы абсолютно, то есть не только органы, но и мышцы. Каблучки только, друзья, надо снять, у кого они есть, и стать на одну ногу и попробовать постоять. Да, на самом деле, да, у кого вестибулярный аппарат работает не очень хорошо, то сложно, сразу сложно. Ну, То есть, практика, да. но практика, видимо, дает о себе знать, и, в принципе, ничего невозможного есть. Я думаю, что много еще интересного Оксана Сухая поведает нам о том, что есть в цигун, что есть в ушу. Поговорим чуть попозже об этом. Я думаю, не только об этом. Прямо сейчас музыкальная пауза. Простой ответ. Две судьбы, один сюжет. Опять не спать и лишь о нем мечтать. Телефон молчал весь день. Он не вспомнил о тебе. Дома во тьме, но свет в твоем огне. До утра ты
плачешь и молчишь. Ты не можешь боль унять, но пытаешься понять, могла ли ты его остановить. Все, что было, не вернешь. Ты одна, ты снова пьешь соленый дождь. Разбившейся любви до утра ты не сойдешь с ума. До утра ты все должна понять сама. До утра ты опять не спишь, не знаешь, не веришь. Ты плачешь и молчишь. До утра ты не сойдешь с ума. До утра ты все должна понять сама. До утра ты опять не спишь, не знаешь, не веришь. Ты плачешь и молчишь. Утренний гость. Утренний гость. Вот отличное тоже время года, лето, когда можно... Я вот не перестаю говорить, когда погода действительно вторит, да, особенно вот вчера какая была солнечная. Но дождь тоже нужен. И вообще занятия на свежем воздухе. Вот я почему-то эту тему хочу затронуть, потому что именно летом мы выходим на пробежку, то есть, да, если зима немного пугает, а летом можно поплавать, да, в Волге, и летом можно позаниматься на свежем воздухе, например, на пляже. Да. Где продолжить или сама скажешь? Я вот хочу задать нашему гостю, вот Оксане Сухой, такой вопрос. Практикуете ли вы какие-то тренировки в удобное время? Наверное, да, я вот для себя немножко, да, сейчас что-то урву. Для желающих, для тех, кто хочет заниматься не в каком-то зале, да, а вот дышать свежим воздухом, наслаждаться солнцем. Да, это прекрасная идея, и хорошо, что вы об этом заговорили. По воскресеньям я провожу для всех желающих благотворительную программу от Сайгун Тайцзы на берегу реки Волга по улице Сверчкова. Если у кого-то есть желание, приходите, вы получите массу удовольствия. По утрам это просто сказочная атмосфера, проплывают теплоходы, поют чайки, тишина. Шумит лес, поют птицы, и вы наслаждаетесь практикой. То есть, просто волшебно. Насколько рано надо проснуться и приехать? И что нужно с собой взять? Коврик там или еще что-либо? По возможности, да, хорошо было бы, если бы вы взяли коврик. Занятия начинаются в 7 утра. И длятся час. Да, в прошлом году мы начинали с 6 утра, но в этот раз я решила немножечко пожалеть наших чебоксарцев и приглашаю их к 7 часам утра. Но мне кажется, как раз-таки к 6 проснуться легче почему-то, чем к 7. Это, видимо, какие-то определенные биоритмы. И вот в связи с этим хочется задать вопрос. Существуют ли в этих практиках какие-то определенные временные рамки по дню, когда можно заниматься и нельзя, либо нет таких разграничений? Заниматься можно всегда, но есть желательные временные рамки.
Если говорить о утре, то это с 3 утра до 7 утра, например, да? То есть пока идет восход солнца. На восходе солнца желательно, чтобы вы практиковали. Это повышает ян меридианы, то есть улучшает поток энергии и усиливает вдвойне. Затем желательно заниматься, делаем паузу 2 часа и с 9 до 11 следующий временной промежуток, который хорошо подключает мочеполовую систему. У кого есть проблемы с почками, опять же с поясницей, там, да, с суставами. Вот. Это этот промежуток временной, желательно в это время заниматься. Следующий цигун желательно практиковать с часу до 3. Тоже хорошая работа для сердечно-сосудистой системы, печени. И с 7 часов вечера до 9 вечера. То есть и в этот промежуток вы занимаетесь. Все часы направлены на работу каких-то определенных органов. То есть они в этот период как раз начинают активно работать. А также и даже препараты традиционной китайской медицины рекомендуют пить именно в эти промежутки. Если у вас есть проблемы с печенью, вы пьете в этот временной промежуток, потому что печень в эти часы активна. Точно так же почки, да, в определенном и так далее. То есть вот обязательно... Есть определенные рекомендации. Да, да. Нет, а если тренировка цигун, как вы говорили, да, начинается в 3 утра, а во сколько нужно лечь? И, может быть, не нужно вообще ложиться или спать? Ну, это по желанию, да, есть люди, которым достаточно короткого сна, да, поэтому они могут встать в 3 утра и начинать заниматься. Вот. А в принципе, в порядке традиционной китайской медицины желательно ложиться в 9 часов, в край 10. И вставать в 5-6 утра. Ну, в 5 это вот идеальный вариант, чтобы в 5 уже встали и начинали практику с восходом солнца. Но встали мы с тобой сегодня идеально по всему, а легли, об этом история, друзья, умалчивает. Но вот хочу отметить, что Оксана Сухай у нас президент общественной организации Федерация оздоровительного цигунь Тайцзи Цуань и Ушу по Чувашской республике. Когда эта ваша федерация обосновалась и куда движетесь? Официально мы открылись в январе этого года. Поздравляю. Вы еще Спасибо. молоденькие Да, совсем. мы еще молодые. Движемся, хотим раскрыть все плюсы этой практики, этого искусства, этой культуры в нашей республике. Они малоизвестны, хотя есть уже специалисты, которые работают с цигун, с тайцзи, и очень хорошие специалисты, но их мало слышно, и вот поэтому захотелось открыть федерацию и сплотиться, и стать единым, и продвигать себя не только здесь, в республике, но и на мировом уровне хотелось бы, конечно. Я думаю, мы будем к этому идти. Вот, и выступать, и участвовать в соревнованиях, которые проходят каждый год. И я думаю, мы проведем их и здесь. Как интересно, друзья. Совсем скоро мы узнаем, сколько человек уже состоит в федерации, какие соревнования проводятся вообще у нас в России и за рубежом. И, конечно же, я знаю, что у вас есть еще одно интересное событие, которое вы хотите организовать. Да. Поэтому оставайтесь с нами, обязательно про это поговорим. Она любит ходить без макияжа и с собой согревать лунные пляжи. Она в курсе цены любви и слова, но себе отдать не готова. Она любит носить белые топы, она может покорить сердце Европы. Она может взять красотой и словом, но себе отдать не готова. Никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине, никем не взята, никем не брошена, никем не взята. Принцесса на горошине. В ее венах течет синее небо, она летом раздает взгляды из снега. Она любит спать головой на север и одна гулять ночью серой. Никем не взята, никем не брошена.
Друзья, мы продолжаем общаться с нашим гостем. Оксана Сухая сегодня к нам пришла вот необычно, к нам пришла вот с какими-то такими предметами. Мы уже с ними ознакомились и даже почувствовали на себе. Работает, как сказала Оксана, до костей, да? Прям Да. массаж костей. Я почувствовала вот эту вибрацию. Почувствуйте и вы, дорогие друзья, телезрители, когда придете на цигун. У меня вопрос такой. Мы определили какие-то временные рамки, да, то, что с 3 до 5 такой цигун, с 7 до 9 определенный. Есть ли какие-то сезонные моменты? Вот зимой у нас проходит по такому плану, весна по такому, лето как-то особенно. Но хочется- Да, конечно, есть, даже не только в практике, даже в питании. Вот. Если говорить о весне, о лете, есть специальные упражнения, которые помогают. Вот весной у нас, например, больше страдают, больше повреждены, повержены, да, стрессом, это легкие и печень, да, и поэтому практика цигун больше направлена на восстановление этих органов. То есть я даю больше упражнений на восстановление легких, например. Летом сердечно-сосудистая система, то есть больше работаем над сердцем, то есть у кого-то давление повышается, надо его нормализовать, мы делаем определенные упражнения, то есть и так далее, да, естественно, все это грамотно сделано и разработано тысячелетиями в Китае, вот, и я пытаюсь это внести в мою программу. Лето в вашей программе здесь, в Чебоксарах, в Чувашии, как оно проходит? Да, у меня сейчас интересный проект для всех, кто хочет оздоровиться, восстановиться и даже похудеть. Вот у нас есть программа «Худеем вместе». Я так ее назвала, хотя там включаются все комплексы, не только похудание. Это лагерь, который открылся впервые в таком виде на санатории «Волга». То есть я провожу там, не только я и моя команда, это тренера с отличными наработками, специалисты сертифицированные. Мы проводим тренировки для всех желающих, которые придут в наш лагерь. Обязательно правильное питание, правильный режим, что немаловажно, чтобы организм хорошо работал, нужен режим. Мы будем следить за режимом, мы будем ходить в походы, мы будем плавать в минеральной воде. Атмосфера просто нереальная, природа шикарная. Сами знаете, наша Волга, да, красоты необычайные. Вот. Это все будет в комплексе. И за 2 недели люди, я думаю, получат желаемый результат, не только оздоровиться, но и похудеют до нужных объемов за счет правильного питания, режима и постоянных тренировок, которые будут проходить 4 раза в день. Я правильно понимаю, что вы там будете и жить? Да. То есть это не нужно уезжать домой, приезжать, то есть это в комплексе. Да, мы То есть живем погрузиться. командой, все вместе друг друга поддерживаем, просто отдыхаем. То есть отдыхаем душой и телом и оздоравливаемся. То есть все прелести, друзья, традиционной китайской медицине теперь доступны у нас в Чебоксарах благодаря Оксане Сухой, которая организовала замечательную федерацию. Я думаю, что как раз-таки вот на такой замечательной позитивной ноте мы будем подводить итоги нашего уже утреннего телеэфира. Ну а всем радиослушателям мы говорим: оставайтесь вместе с нами, никуда не уходите. Переходим мы на волну 103 FM Тван Радио. Всем телезрителям отличного настроения. Оксана, может быть, вы хотите что-то пожелать? Да, я хочу всех пригласить к себе в лагерь, оздоровиться, восстановиться. Приходите к нам в клуб. Клуб находится на улице Лебедева, 7Б. Мы всегда будем рады вас видеть, приветствовать. Мы сделаем все для того, чтобы вы были довольны и счастливы. У нас есть сайт, можно я его скажу? Конечно. fitnesschep.ru. Вся информация о нас, о наших практиках есть на этом сайте. Будем рады каждому из вас. Ну и мы рады, что вы начали это утро вместе с нами, с будильниками, с нашими телезрителями, радиослушателями. Сухая Оксана, президент общественной организации Федерации оздоровительного цигун Тайцзи Цюань и Ушу по Чувашской республике. Сегодня в будильниках. Мы переходим в радиоформат. Да, друзья, не прощаемся. Всем желаем удачного, яркого, энергетического, позитивного дня. Ну а что посмотреть, куда сходить, прямо сейчас в афише.
В музее чувашской вышивки работает выставка Юрия Григорьева «Юрьева стежка». В экспозиции представлены творческие работы мастера, выполненные в разнообразной технике. Тема многих из них продиктована боевым прошлым автора. Юрий – участник войн в Афганистане и Чечне. На выставке представлены портреты военных товарищей, флаги и штандарты, пейзажи, шевроны и многое другое. В культурно-выставочном центре «Радуга» проходит выставка «В кругу семьи». Уникальная экспозиция высокоточных копий посвящена жанру детского портрета. Зинаида Серебрякова, Диего Веласкес и Томас Гайнсборо. Выставка ознакомит посетителей с работами талантливых живописцев из разных стран мира. Будильники.